Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто положил на вас глаз? Кто этот мужчина? Что за человек такой? Давайте посмотрим, что из этого получится. Просто загадайте на себя. Пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Отсыпочка готова. Тут про вас показано. Показано, что вы очень сильно изменились за последнее время. Вот что-то сильно очень поменялось в вашей внешности, у кого-то в фигуре, у кого-то в характере, у кого-то даже в поведении, в отношении к себе самой и к окружающим. Вы как будто бы стали намного ярче, намного краше, намного более уверенной в себе стали. И, конечно же, окружающие это замечают. Кто-то замечает с восхищением, а кто-то с завистью. Да? Люди склонны к тому, чтобы завидовать. Не все, к сожалению, умеют за других радоваться. Вы действительно становитесь лучшей версией самой себя, причем во всех смыслах слова. Мы не имеем в виду только лишь внешние данные. Тут и про характер речь идет. Женщина, хозяйка жизни, уверенная в себе, которая не позволит об себя ноги вытирать, да? Не позволит себя обижать. Женщина, которая знает, чего она хочет и как она это получит. И вот это какая-то аура у вас образовалась, которая идет впереди вас. Люди ее очень чувствуют, да, прям воспринимают и серьезно воспринимают. Но, как я говорила, да, кто-то с завистью, кто-то с восхищением, но равнодушных точно нет. Просто нет. Но они не могут быть равнодушными, потому что ваша аура, она настолько объемная, она настолько ощутимая, прям, знаете, в глаза бьет, в глаза режет. Кто положил на вас глаз? Здесь, знаете, такая история непростая. Вот показывают мне то ли мужчину, то ли парня молодого. У него в жизни как рухнуло что-то. Скорее всего, какие-то неприятности произошли, либо расставание. Может развод, а может просто расставание. У кого-то явно мужчина был женат и теперь разводится, а у кого-то парень встречался с девушкой, да, у них были отношения, теперь они расстаются. У кого-то вообще человек сам по себе жил, не тужил, планы рухнули, либо дело рухнуло, на работе какая-то неприятность произошла. Да, в принципе, может отыграться что угодно. Опять же, да, отсыпка общая, но мужчина не один на всех. Это просто такой собирательный образ. У мужчины темное, печальное, горькое прошлое. И мужчина думал, что все, это как бы погибель, что я ничего не хочу, мне ничего не надо. Скорее всего, находился в состоянии депрессии. Такой поглощающей депрессии, из которой даже не пытался выбраться. Знаете, как-то смиренно принял то, что с ним произошло, потерял и вкус, и радость жизни, перестал верить в будущее, лапки сложил и такой, все, буду ждать конца, да. Когда так мне идет, в самую темную пору его жизни вы появились яркой звездой. И мужчина, даже если он не мистик, он видит в этом какой-то знак судьбы, да, что момент, когда, может, у него даже мысли были такие прям патовые, нехорошие, такие, знаете, когда человек говорит, зачем мне дальше идти? Наверное, нужно остановиться. Да? Не могу на ютубе говорить прямой речью, но вы понимаете, да, человек такой говорит, смысла нет. Все очень плохо, смысла нет. И именно в это время вы появились в его жизни. Причем появились не просто красивая женщина, а яркой звездой. Вы с ним как-то повзаимодействовали, улыбнулись, заговорили, помогли.
поучаствовали. Может быть, вы даже не ему улыбались, но в его сторону смотрели. И он увидел эту улыбку, он ее просто перехватил, да. Может быть, вы там случайно к нему обратились, там, не знаю, в транспорте, сказали: мужчина, подвиньтесь, там, либо оплатите, да, либо пройдите. И он вот увидел и застыл. У него прям действительно застывание было. Он не мог ни пошевелиться, ни моргнуть, ни сглотнуть. Как-то ваш образ настолько сильно на него подействовал, что он до сих пор не может сам себе даже объяснить, а что это было, а как это, как объяснить, я не могу, я не знаю, я не понимаю. Но вот вы его буквально, скажу, когда вижу, вы его из петли вытащили, из петли этой депрессии, либо из достаточно таких вот грешных мыслей. Но кто понял, тот понял. Кто не понял, вам не надо. И если бы не вы, то, наверное, все бы очень сильно плохо изменилось у этого мужчины. Либо что-то плохое с ним произошло. Но вот вы появились. Вы для него как какая-то невероятная богиня. Вы для него женщина, ангел-хранитель. Вы его путеводная звездочка. Вы та, кто разделил жизнь на до и после. Та, кто прогнала мрак и подарила надежду, да, надежду на будущее. Понятно, что мужчина в таком достаточно плачевном состоянии, в состоянии еще там разбитости, уныния какого-то находится, но уже хочется жить, хочется справиться со своими проблемами, ему хочется денег заработать. А это ведь первая ступенька к тому, чтобы начать новую жизнь. Да? Появился стимул, появился мотивация пришла. А деньги ему нужны как средство к жизни, к существованию, но и также средства, например, позволяющие подойти к вам. Да? Вот женщина мне понравилась, и что? Я к ней подойду и скажу: девушка, давайте пойдем там на лавочке посидим, семечки поклюем. Или я все-таки девушку приглашу в кафе, где куплю там хороший вкусный кофе, угощу ее каким-то дорогим и красивым пирожным, да. В ресторан там повезти девушку. Понятно, нужны деньги. И вот у него сейчас вот это вот, знаете, как оживание, да, он оживает, как оттаивает. И мысли про деньги, про работу, он такой: мне надо денег, мне надо много денег. Надо и себя привести в порядок, и жизнь привести в порядок, и за понравившейся девушкой поухаживать. Скажу честно, у кого-то из вас отыграется, что вы этого парня даже и не заметили, да, как-то не запомнили, не обратили внимания. У кого-то, возможно, вы понимаете, о ком идет речь, вы, возможно, в одной компании, да, в одном круге людей находитесь, и, возможно, да, вы его чисто по-человечески пожалели, но вы не рассматривали его как вот прям парня, жениха, либо симпатичного человека. Видно, у него такое грустное лицо было несчастное, что эти мысли в голову не приходили. У кого-то, возможно, вы в принципе не понимаете, о ком идет речь, но это не важно, потому что этот парень, он уже есть, и он вас уже увидел, и вы уже сыграли свою ключевую роль в его жизни, да. Вы как, знаете, вот лампочка в темной комнате. Было темно и страшно, ничего не видно. И тут загорелась лампочка, включили выключатель. И такое: о, точно, жизнь продолжается. Про деньги очень много часто думает и очень часто говорит про деньги. Либо ищет работу, либо уже конкретно работает, да, берет больше работы, чтобы больше заработать. И ему нужно накопить какую-то определенную сумму, как себя в порядок привести и за вами начать ухаживать. То, что он будет за вами ухаживать, это уже как решенный вопрос. И мужчина уже как бы там сам себе пообещал, поклялся, что это будет. Сейчас я немножко хочу посмотреть на него, что карта расскажет про него. Мужик. Вышла бланка, джентльмен, девочки, мужик мужиком. Серьезный мужчина, серьезный, перспективный. Да, каждый из нас может оступиться, и каждый из нас может попасть в депрессию. У каждого бывают такие ужасные события в жизни, когда уже ничего не хочется и ни во что не веришь. Но каждое это событие, оно либо закаляет, прокачивает человека, да,
является ступенькой к росту, к новому кругу событий, либо наоборот, да, как естественный отбор, и люди, ну, часто мужчины, которые переживают стрессовую ситуацию, уходят в депрессию, они становятся, там, не знаю, алкоголиками, допустим, да, ну, не только алкоголиками, есть и похуже, конечно, пристрастия, хотя и то зараза. Ну вот, а этот мужчина, он пережил свое испытание, назовем это так, да, благодаря тому, что увидел вас. Вот так трое. Проигрались. Ну, конечно, всадник, а как по-другому? Всадник. Ну, машина у него, скорее всего, есть. Мужчина о паре мечтает. Сильный мужчина, сильный. Да, кстати, вот сильным хуже всего приходится, когда почва уходит из-под ног и жизнь очень сильно меняется. Вы знаете, как по мне, очень хороший мужчина. Да, и сам вышел, и всадник стремительный, решительный, добрый, открытый. Не тот, кто будет сидеть и попой диван продавливать. Медведь, но у него прям сильный характер, много достоинства. Может быть, он не как благородных кровей, либо там не обладает каким-то выдающимся образованием, поведением, манерами, но тем не менее человек добрый, человек адекватный и человек, который, ну, не испытывает страха. Там, знаете, бывает мужчина весь из себя такой показной, а как что, так сразу под юбку к женщине прячется. Нет, медведь никогда этого не сделает. И человек, который мечтает о союзе, о паре, о любви, о настоящей гармонии между мужчиной и женщиной, о семье мечтает человек. Это очень похвально, это очень хорошие карты. Ну, пока все нравится, пока идеально. Давайте еще посмотрим на его желания, шаги, либо действия. Вот что карты покажут, пусть и покажут. Просто в песке я вижу, что он собирается действовать, но у него прям вот этот пунктик, что мне нужны деньги, что без денег, типа, я там никто, да, что без денег я не имею права подойти к той женщине, которая мне вот прям нравится, в которую я, ну, тут можно сказать, смело влюблен, да. Что карты нам про это расскажут? Да, тоже про деньги говорят. Знаете, в принципе, наверное, это и хорошо, да, что мужчина вас вот сразу так оценил, что к вам просто так на этой козе не подъедешь, да. Что, ну да, вот есть такое у него, что нужно себя проявить как настоящий мужчина, что нужно показать себя респектабельным, стабильным, тем, кто может не просто на словах вам обещать там какие-то хоромы, да, дворцы и замки, а вот конкретно показать, смотри, вот он я, вот он мой капитал, вот оно мое имущество, и я буду стараться, я буду дальше идти, я буду тебя всем обеспечивать. Знаете, очень переживает, что вы можете его косой от себя отсечь, и он потеряет любой шанс, любую возможность к вам приблизиться, да, либо с вами завести отношения. Но вас он выбрал, видите, опять выходит карта кольцо, выбрал вас своей будущей женой. Интересно, если вот вы замужем, да, как эта информация вашему мужу понравится или нет, там, либо парню. Ну, пути Господни неисповедимы, мы с вами это прекрасно знаем, и может что угодно на самом-то деле произойти. Самое глупое, что люди могут делать, это загадывать наперед. Да? Есть такое. Знаете, я так скажу, мужчина очень мне нравится. То, что у него там, ну, беда это произошла, депрессия, но я уже сказала, да, что даже самые сильные мира сего от этого страдают. От этого нельзя защититься, от этого нет иммунитета. Сильные переживания, сильные психоэмоциональные травмы очень часто приводят к такому ужасному состоянию. И как раз-таки, да, вот этот естественный отбор показывает, кто достоин, а кто, ну так, трава, бурьян. Судя по картам, мужчина далеко не бурьян, и он очень ценное растение, да, дуб, дерево. Вот почему-то мне идет прям сила, мощь в нем чувствуется. Кстати, деревья ведь тоже болеют, да, но тем не менее продолжают расти. Вот и у вас этот мужчина, он такой интересный.
Почему вы на него не обращаете внимания? Ну, наверное, потому что вы не очень настроены на отношения, потому что вы, скорее всего, занимались собой, своими собственными метаморфозами. Вы тоже пытались свою жизнь вытащить из какой-то клоаки и перевести на новый уровень, на новые рельсы, да? Потому что вы очень изменились. Просто так люди не меняются. Они либо над собой работают, либо что-то у них случается. У вас больше похоже, что вы над собой работали, провели очень сильную работу. И да, были заняты собой и не обращали на него внимания. Также, возможно, у вас кто-то есть, либо кто-то был, да, и вы были заняты этим человеком. Но раз судьба вас свела, значит, в этом есть какой-то высший замысел. Для чего-то это нужно. Я вижу, что ваша отсыпка заканчивается тем, что вы за руки держитесь. Между вами птица сидит. Ну, опять же, за руки держитесь, не целуетесь, не обнимаетесь, не как-то там, не знаю, интимной близости как таковой я не вижу, да. Птица – это общение, птица – это разговоры. Ну, это, в принципе, нормально, да, понятно, будете общаться. Но как вы будете общаться? За руки держаться – это можно и дружить, а можно и в отношениях быть, да, потому что за руки и так, и так. В принципе, я даже не хочу уточнять на картах, потому что каждому свое, отсыпка общая. Знак, как ни крути, хороший, держаться за руки и птица – это хороший знак. Даже если вы не будете парой, но будете друзьями, вы ничего не потеряете, вы только лишь обретете. Возможно, мужчина, скажем так, не понравится как мужчина, да, не со всеми мужчинами, там люди могут, ну да и женщины, не со всеми женщинами, не со всеми мужчинами получаются романтические отношения, да, возможно, об этом поговорите, объясните, и мужчина примет вашу позицию, не будет там нахрапом брать и кровь из носа за вами там бегать, ухаживать, тащить вас в ЗАГС, да, если вы скажете, что я вижу в тебе друга, но не могу тебе ответить той любовью, на которую ты заслуживаешь. Но у кого-то отыграется, что он таки за вами будет ухаживать, и он вам понравится, он растопит ваше сердечко, и вы будете вместе. В принципе, и так можно прочитать. Вы от этого общения в выигрыше, я ничего плохого не вижу. Я вижу от него помощь. Причем помощь не только там на словах, но и в каких-то действиях. Да? Мужчина будет конкретно что-то делать, конкретно чем-то будет вам помогать. И это дорого, это прям здорово. Есть выходят девочки замуж, а мужчина только языком ля-ля-лю-лю, а девушка на себе все тащит. И дом, и работа, и семья, все тащит на себя. А он ей только рассказывает, какая она любимая, красивая, самая лучшая. Вот. А этот будет прям и говорить, и делать. У него действия со словами, они под ручку идут, да, не расходятся. И это прям сильный знак. Но кто-то обретет настоящего друга, а кто-то действительно обретет будущего супруга, спутника жизни. Опять же, мне очень нравится, что мужчина прям свою жизнь пытается на ваше поле перетащить. Все, что у него есть, он пытается вам отдать. Он прям не жадничает, он ничего не скрывает, он абсолютно прозрачный и честный. А вы немножко в такой, знаете, позиции, что вы выпускаете в свою жизнь ровно на полшага. Опять же, у вас тоже свой опыт есть, и вы имеете право вести себя именно так, как считаете правильным. Нет, плохого точно не будет, общаться вы точно будете, но общение начнется со временем, когда этот мужчина заработает свою сумму денег, да, свой капитал заработает. Без денег он точно к вам не придет. Для него это неправильно и очень деструктивно. Да? И как обижаю женщину тем, что я без денег не могу за ней правильно ухаживать. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.